На 31-й, получается, неделе сделала первую прививку. Валентина Сарабкина теперь дважды мама. Старшему сыну 1 год и 7 месяцев. Младший Евгений родился 6 января. Вес 3700, рост 50 сантиметров. Вторая беременность пришлась на пандемию. Наша героиня, не раздумывая, решила защитить и себя, и малыша. Привилась от ковид. Состояние хорошее, не болели, не сильно не температурили, не ломило, ничего. Обычно, как всегда, ничего сверхъестественного не случилось. Во-первых, сама хотела, во-вторых, у меня заболела подруга, и могли прокисарить раньше срока. Поэтому я, чтобы не провоцировать это, решила, что это, пожалуй, последняя капля, после которой точно пойду делать прививку. На решение сделать прививку во время беременности повлияло и то, что ее семья заболела коронавирусом в начале пандемии. Испытывать судьбу Валентина не стала. В прошлом году нижнекамские врачи не смогли спасти 2 беременных. Вакцинируем мы беременную женщину после 22 недель. В это время малыш, он уже сформирован, да, то есть произошла закладка органов, и можно сказать, что малыш в этот период набирает вес и созревает для того, чтобы сделать свой первый вдох. Сейчас в Нижнекамске ждут появления на свет ребенка 1500 женщин, 200 из них уже обезопасили себя и плод. У 4 беременных ковид. По республике коронавирусом больны 36 будущих мам. Если посмотреть близлежащие регионы, все-таки омикрон уже туда зашел, и поэтому мы прогнозируем, это такой худший прогноз, да, что через 2 недели начнется подъем. Этого времени дожидаться не стоит, говорят врачи. Привиться должны и беременные, и их окружение. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.